Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде сырт көз. Бүгінгі біздің подкастымыз жаңа жылға арналған. Біз бастаймыз. Знакомимся, узнаем, может, какую-то тему найдем общую. Попробуем. Сейчас мы камеру подготовим, на камере и сразу познакомимся, хорошо? Что, давай пока это цепанем. Смотри, я тебе небольшое правило объясню. Мы будем... Так, меня отключили. На время того, что мы сейчас будем говорить, мы будем сами выбирать, что мы будем резать, что нет. Так что вот, если ты что-то говоришь, скорее всего, мы вот абсолютно все можем выложить сразу в YouTube. Я знаю. Ну, все отлично. А то там Инстаграм, ТикТок? Инстаграм, ТикТок, YouTube, везде. Ну, то все, есть, я буду популярен. да, будешь популярен. Пропиариться вариант. Да, на YouTube мы будем выкладывать полный выпуск необрезанный, а ТикТок, Инстаграм пойдет уже нарезка с интересными моментами. Все хорошо. Ты можешь даже, вот знаешь, если ты даже в диалоге этого не будешь говорить, может там что-то, да не охренели, типа вот, так кликбейтное. Плюс могут быть вопросы с зала, Да, точнее вот, от меня. Вау. Он чисто за кадром. Я буду иногда говорить, так что, Ну все, но я не в кадре. Ну все, готово? Печально. Все, готово? Общее готово? Готово? Все, отлично. Салам. Малейкум ассалам. Как зовут? Ваня, тебя как? Как? Ваня. Ваня. Меня Нуржан зовут, очень приятно. Ваня, сколько тебе лет? 15. 15? Чем занимаешься в 15 лет? Сейчас хочу, на ММА пойти. Проблем со здоровьем после борьбы греко-римской. Тоже спортсмен, короче. У нас вот, я заметил, все ребята, которые вот примерно в таком возрасте приходят, они все спортики. Немного. А ты нас видел, не видел? Да, я видел, вы с моим другом снимались. Я вас целый день ждал. То есть у нас уже такая история пошла. Я понял. Как друзьям понравилось? Первый выпуск посмотрели? Да, прикольно. Прикольно? Необычно. И вы такие, я тоже хочу, да? Сразу пришли. Спрашиваешь. Все, с кайфом. Спасибо, что пришел. Да, очень приятно на самом деле. Смотри, Ваня, такой вопрос. Твои друзья особо, как бы сказать, про спорт не смогли рассказать. Вот. Точнее, я не смог нормально им задать вопрос, потому что это первый день был, и было немножко сложновато ориентироваться, я не знал, что спрашивать и так далее. У меня такой вопрос. Сколько лет ты занимаешься спортом сейчас? Ну, занимался или сейчас? Могу с точностью сказать то, что борьбой я занимался 3 года, потом пошел, на бокс, я там немного прозанимался, мне понравился тренер. Потом дзюдо занимался пару месяцев еще. Стало на тренировке плохо. Мама сказала, все. А что за стремление, то есть идти прям на единоборство? Ну, откуда это? Какое твое внутреннее желание на это? Чего ты вот хочешь, не знаю, может достичь чего-то, или это для чего это все, ну, грубо говоря? Могу сказать то, что много кто это вообще задает вопрос. Могу с точностью сказать то, что люди просто хотят показать себя, в большей частности. Показать себя? Каким образом? То, что они чего-то стоят. То есть вот если у тебя есть какие-то достижения в спорте, ну да, дальше это уже понятно. Интересный вопрос, как ты находишь силы на это? Это же очень тяжело на самом деле. Или Дисциплина? Дисциплина. Я слышал то, что дисциплина это и есть шаг к свободе человека. Это верное утверждение? Смотря в каком смысле. А в каком смысле ты смотришь на дисциплину? Дисциплина это когда ты можешь уважать старших, и там не только. Там перечислять можно по пальцам. Что с тобой случилось? Ты сказал, травма у тебя была? Внутричерепное давление и отслоение костного позвонка, на шее. И сейчас с тобой все хорошо? Живем? Живешь? Справляемся. Ну, надеемся, что у тебя со здоровьем все будет хорошо, ты вылечишься и можешь заниматься спортом. Я очень сильно тоже в этой надежде. Я тебе желаю, чтобы у тебя было все хорошо по здоровью и так далее. Есть ли какие-то интересные истории? Вообще, вот на тренировках. На тренировках, или да, было много. У вас не бывает времени пошутить над друг другом? Нет, у меня тренер по дзюдо был очень мировой мужик. Я одно время ходил, занимался просто так, на балдуй. И ходил, общался. И лежим, отрабатываем это в партере удушения. Это кимоно. Отрабатываем. Тренер говорит, ну-ка, иди-ка сюда. Я подхожу. Все пацаны сразу затихли, зал замолчал. Думаю, да ё-моё, что вы все замолчали? Сразу внимание на тебя. Да. И просто кто давно ходит, они понимают, что сейчас будет происходить. Да. Берет меня 5 раз на учимата кинул, и дыхалка сбилась, очень страшно. А почему это что такое? Это тренер так наказывал. Наказывал?
Он правильно делал. Ага. Я вообще говорю про то, что я не имею ничего против, что били. Он воспитывает. Это как второй папа, можно так сказать. Вот. А вот именно вот этот жест, это типа на показуху всем, чтобы все знали, что тут шутки не шутят? Или, Нет. или как? Это у тебя усваивается в голове то, что лучше так больше не делать, ты приходится заниматься. А подожди, а что ты сделал? Я просто пропустил как будто бы. Обалдуй гонял, просто лежал, общался с типом. Просто общались. И он такой, ну иди сюда. Да, иди-ка ты сюда, по-хорошему. Значит, твое мнение это правильно, да? Что он сделал? Да. Это как-то у тебя вырабатывает какой-то характер или имеется в виду тебя закаливает? Я не скажу то, что прям закаливает. Он просто хочет донести то, что на тебя есть надежды. То есть ты стоишь чего-то. Тренер в тебе что-то увидел. То есть ты не просто ходишь здесь и там что-то лежишь, с кем-то общаешься, а ты должен прям прийти. Да. Все, понятно, отлично. Респект твоему тренеру. Блин, про спорт? Какие вопросы надо про спорт? Почему спорт? Да, почему спорт? Почему спорт? Ну, допустим, вот я тоже типа спортом, я на футбол ходил. Ну и танцы, я вот все пробовал. И танцы, ну вот единоборство я каким-то образом пропустил, я сам не знаю на этот ответ. Но вот почему спорт? Мне отец всегда говорит то, что спорт, сила, сало, могила. То есть это было, грубо говоря, наставление отца? Да. А ты сейчас как сам к этому относишься? Я отношусь очень хорошо, и я хочу, чтобы в будущем у меня был сын, и я буду его прям жестко закаливать. Тоже к спорту нет. У тебя, короче, Ты будешь драться. поколение Да. воспитывать. Все отлично, отлично. А кроме спорта, чем ты в другое время занимаешься? В другое время, свободное время, есть, грубо говоря, своя группировка. То есть, вот, можно посмотреть на задний план, там у нас есть неформалы, крашеные девочки, мальчики, похожие на девочек. И они очень сильно много допускают. Допустим, вот некоторые типы насилуют девочек и угрожают им. С ними приходится разбираться, общаться, явное дело. Подожди, вы самосудом занимаетесь? Чуть не понял Или как? суть этой группировки, не понял. Да, как? Нет, мы делаем так, чтобы они просто извинились, и мы их не бьем, мы их не трогаем. Мы просто с ними нормально разговариваем. Просто разговариваем. А как вы подтверждаете факт того, что, допустим, ты говоришь, что они делают? Они сливают это все в Телеграм. Видео все есть. Че, 90-е вернулись? 90-е Походу. вернулись, да, нормально. Очень обидно то, что до сих пор такое поколение существует, и они, как их земля вообще носит. Ну, да, есть такой момент. Люди, это очень сильно, знаешь, по моему мнению, люди разные всегда бывают, здесь бывают хорошие, плохие, Конечно. так что это никак не изменить, не бывает абсолютного хорошего, абсолютного плохого, но вы красавчики, то, что вы делаете, Мир лучше, можно сказать так. грубо говоря, так. Теперь вопрос. Получается, спорт, ваша группировка и все? Или вот для себя чем ты занимаешься, кроме спорта? Есть ли что-то, что тебя может вдохновляет, может музыка, может какие-то фильмы, может, я не знаю, какое-то искусство тебя поражает? Художество там. Нет, допустим, я нашел свой смысл жизни. Я считаю, то, что смысл жизни в том, вот, допустим, жена, дети, когда у тех кто-то дома ждет, Семья, тебя да, любят. Да. В данный момент вообще просто работаю еще, нужны деньги. Кем работаешь? Все лето я отпахал на стройке, и вот половину сентября, пока снег не пошел. Ты учишься? Да. В школе, да? Да. Какой ты класс? 9-й. 9? Что планируешь делать? Оставаться или уходить? Шараку 30-ю, там. Получается, в колледж? Да. И как думаешь, на кого ты хочешь поступить или поступишь? В планах вообще поступить на повара. Мне обещали то, что сделают мне бизнес. Там только главное отучись. Потом хотелось бы отучиться на автомеханика. Автомеханика? Машина нравится? Да. Именно чинить или просто кататься? Все. Я и мотоциклами всем увлекаюсь. А касаемо повара, Высокой кухни. что-то уже получается готовить или пробовать, я не знаю? На кухне с 5 лет стою. С 5 лет стоишь? Твое самое блюдо кайфовое, вот самое кайфовое блюдо, которое ты можешь приготовить?
Я могу сделать ничешные бургеры, прям четкие. Я беш варил Беш варила? пару раз точно. Сколько держал мяса? Давай, небольшой тест. Вот какое? Шужук? Не, Говядина? конину. Конину не знаю, не варил. Мама помогала с этой Это не темой. бешено, да? Окей. А какое блюдо самое сложное приготовление? Ну, именно из тех, которые ты готовил. Или ладно, по твоему мнению? Все блюда сложные. Все абсолютно. Да, смотря в пропорциях и не только. Ага. Чуть-чуть больше соли, чуть-чуть больше перца и все. То есть они для тебя сложностью не отличаются, они все плюс-минус, ну, требуют такого же внимания и так далее, да? Да, готовить надо с душой. Готовить надо, что это было я тебя вкусно. понимаю. А есть ли такой момент, когда ты после готовки, ну, во время готовки у тебя какая-то релаксация идет? Я не знаю. Музыка? Не только, да, у меня на фоне играет музыка, я сам такой Я слышу. прикупил продукты, что-то там порезал, положил, и сидишь, ждешь, пока у тебя доварится там еда, и очень сильно расслабляет, дает как будто бы каких-то сил. Когда ты готовишь для того, чтобы... У меня, допустим, мама, она на скорой помощи работает, Мгм. и папа торговый представитель. Мгм. Вот. Я готовлю для того, чтобы они пришли и покушали. Мгм, мгм, мгм. Ну да, когда это уже в рутину превращается. И Да, сделать им приятно. Это респект. Чисто от меня тебе респект, то, что ты заботишься о своих родителях. На Новый год собираешься что-нибудь? О, готовить? на Новый год там оливьешку, казан будешь готовить? Пропускаем вопрос. Пропускаем. По-любому. А тебя зовут родственники чисто? Давайте Ивана нам домой, чтобы мы там надо кухню приготовить, 150 гостей там. Скорее всего, Или- столько знакомых нет. Или я идею подкину. Было, короче, в планах собраться компанией. Мгм, Квартира у меня свободная. мгм. Но все заднюю дали, сказали, нет, не отпускают. Не отпускают? Ну блин. Это было очень обидно. Ну ладно, пройдет время, ты станешь старше. У тебя потом друзей не будут не просто отпускать, у них не будет времени из-за работы к тебе домой прийти. По-любому. Могу сказать точно, здесь такие нечестные девочки ходят, это прям вообще. А глаз у тебя наметан, честно, я хотя ни на кого не смотрю. Так, теперь вопрос. Давайте. Ты говоришь, у тебя сколько увлечений? Ты и повар у нас, и хочешь... по машинам есть ли какой-то опыт? Ну, ладно, водить я не буду тебя спрашивать про вождение. Про чинку помогаешь ли ты кому-то? Я поеду с папой кататься на машине в воскресенье, скорее всего. Ага. А у папы какая машина? Lexus GS 300. GS300? 97-го года. Кайфовая. И чё, не подводит? Вообще нет. Один раз радиатор побежал и все. А самое кайфовое в этой машине для тебя? Салон. Салон? Он кожаный? Он просторный. Просторный? А какого цвета у тебя внутренняя отделка? Серая. Серая? Музончики есть? САП. САП, конечно. Все по дефолту должно быть. Окей. Знаешь, что интересно? У него такие профессии он выбирает, которые реальные. Да, да, Сейчас да, у нас да. многие там СММщики, там Да, да, мобилографы, а у него он прям повар и Автомеханик. автомеханик. Это очень круто. Это очень Респект круто, тебе. да. Вот. Классно. Спасибо. Окей, давай небольшой такой вопросик. Смело. Через 10 лет, как думаешь, что у тебя будет в жизни? Ну, то есть, каким ты себя видишь примерно? Какие у тебя планы или, может, какие-то цели, которые ты поставил? То, что вот 25 лет, допустим, у меня будет так-то, так-то, так-то. В 25 лет уже хотелось бы жену заиметь, если честно. Просто, чтобы было. Дай бог не сяду. А почему у тебя такие, дай бог не сяду, это ты с чего такое? Я не знаю, как на это... Он про группировку говорил. Я только к этому привязать могу. А что, почему ты можешь сесть, почему? Боюсь. Люди разные бывают. Есть злопамятные люди, есть просто люди, которые хотят подставить. Этого всегда остерегаться надо. Окей, хорошо. Я очень доверчивый. Я думал, ты скажешь то, что ты будешь там первый в Казахстане мишленовскую звезду возьмешь, там, я вот что-то такое хотел, а ты говоришь, найти жену и не сесть. Это самое главное, мне так кажется. Ну, просто это не проговаривается обычно. У меня тоже нету в планах сесть, я бы не хотел вообще ни за что. И кому это надо? Ну, конечно. Просто сидеть. А как, Сидеть. как ты к этому пришел? Ну, К чему? В смысле группировки. Я не знаю, ты, может, насмотрелся фильмов?
Вот это все, вот это ваше слово, пацана, это все лажа. Могу с точностью сказать, просто обидно то, что есть такие люди. Это да, это я понимаю. То есть, допустим, у меня вот бабушка живет на море, и мужик пьяненький шел, и он, короче, мою маму обозвал. Мгм, Меня просто крышу сорвало. мгм, мгм. Я с ним чуть там не подрался. Касаемо вашей группировки, вы вообще пытались как-то решать через органы, обращались ли к ним? С органами, да. Да. Ну, вы часто так, обращаетесь к органам, чтобы они дальше... Обращаемся не мы, чаще всего. Просто они... Это все происходит обычно в ТЦ. Чтоб не было драк, Мгм, ничего не происходило, мгм, мало ли. мгм, Вот, допустим, я с ним стою, общаюсь, никого не трогаю, он начинает задевать опять же мою маму. Я говорю, ну что ты делаешь? Он достает перцовый баллончик. мгм, Перцовый баллончик оказался сразу у меня в руках, и все. мгм. Ну, Он ушел смотри, грустный. Ну, не знаю, честно, я просто такого не замечаю. Я, честно, и нигде особо не гуляю, у меня на работе все время проходит. Ну, тяжело. Я думаю, как дальше продолжать? Да. А дальше продолжать может даже интереснее. Ага, Пару тем для разговора охота. давай, Сейчас какие-нибудь. давай. Саша, ты там сидишь, короче, по-любому увидишь, я тебе клянусь. Так, задайте там за кадром что-нибудь вопрос. Может, интересно есть. Накипел. У меня вопросов прям таковых не возникло. Ну, то есть, я все, что мне интересно было, спросил. То есть, ты такой красавчик пацан, то, что просто ухаживаешь за своей семьей, в виде того, что там помогаешь родителям элементарно подготовке, у тебя есть свои интересы, своя жизнь. Прям таковых спросить чего-то, я бы спросил тебя про какую-то работу, но, к сожалению, ты пока молодой, имеется в виду про профессиональный опыт какой-то. Строить тоже прикольно. Строить тоже прикольно. Я на стройке работал. А что ты строил? Что ты делал именно? Мы строили дачу с теплыми полами. О, а ты именно чем занимался там? Я был подай принеси. Ага. Подожди, дачу с теплыми полами? Да. Это здесь, в Караганде где-то? Да, Федоровка. Насколько это нужно? Насколько я понимаю, дача нужна, чтобы только летом ездить. А летом зачем теплые Или полы? ты имеешь в У виду... нас, нет, у нас был очень богатенький прораб, у него несколько бизнесов было, и он строил в подарок своей сестре эту дачу. Мгм. То есть он там, получается, и живет, я не знаю. Он сделал из-за одной просто комнатушки, он сделал там 3-комнатную и 4-комнатную. Ты сказал, задание дали, мы делаем. Да. Все, окей. Работаем, братья, работаем. Окей, есть у тебя, может, какие-то вопросы ко мне или что-то, может, тебя интересует? Небольшое такое превью скажу. Мне 22 года, я работаю проектным менеджером и вот увлекаюсь все, что касается медиасферы. Может, у тебя есть какие-то вопросы на будущее? То есть я окончил университет в прошлом году на айтишника, сам я с Балхаша, сюда пришел учиться в 2019 году, и с тех пор я вот здесь остался и работаю. Небольшая просьба, если это будут нарезки в ТикТоке, я хочу в камеру сказать «Здорово, бандиты». Сейчас Здорово, бандиты. давай, хорошо. Но смотри, я не могу тебе обещать, что мы что-то оставим или нет, потому что Да, это уже конечно. да. Ну, мало ли повезет. Окей, хорошо. Здорово, бандиты. Какой же кайфушник. Классно. Спасибо тебе. Спасибо тебе В принципе, большое. мы будем еще, в другие дни, можешь прийти тоже еще рассказать. Да, Я думаю, на сегодня, в Да, принципе. вот если, кстати, у тебя там вспомнится какая-то история интересная, которую ты бы хотел рассказать, там, допустим, ты можешь, мы подписаться на Sort Quest Production, я тебе сейчас покажу, и мы там будем афишировать, какие дни мы будем сюда приходить и снимать. Может, даже не сюда, может, в другие места. Все, спасибо. Да, спасибо С Новым тебе. годом тебя, Ваня. Спасибо огромное. Я забыл, у нас же новогодняя тема. Да, нормально. Не обязательно привязываться, понимаешь? Это нормально. У нас сразу по очереди. Ассаламу алейкум. Это Куряга, это мой братишка. Подожди. Наджик Тазмарда Стимима, да? Это Арлан Никита. попас. Так, сейчас снимают. О, еще один. Они сейчас по очереди 4 отснутся. Вы, ребята, все хотите сняться или как? Нет. Только ты. Да. Как зовут, здорово? Никита. Никита, меня Нуржан зовут. Нуржан, очень приятно. Никита, как я понял, ты тоже 15 лет? Да. Окей. Есть тебе что-то интересно рассказать? Да, я спортсмен. Я спортсмен, Тоже у меня спортсмен. очень необычный вид спорта. Какой? Фехтование. Фехтование? О, прикольно. Это Давайте. что-то из высшего общества, насколько я знаю. Я вам могу показать свой инстаграм. Ну, не свой, а наш.
получается. Ну, это мы на камеру показать не сможем. Ну, Это давай я вам- посмотрю, давай. Я вам чисто Давай. показать. Ну и по сути мы можем прикрепить. А, кстати, да. Ссылочку. можно. Конечно. Прикольно будет. Так, у меня Сколько куда-то- лет у тебя опыта? 6 лет. 6 лет. Какие достижения? Кандидат мастера спорта. Жду 16 лет, чтобы выполнить мастера спорта. Красавчик, мое уважение. Удачи тебе. Да. Блин, ну я всегда завидовал. Я когда видел вот эти их формы, я думал, да, вот прикольно, а? Но что-то далекое, я думал всегда, это для меня. Нет, на самом деле это очень легко. Очень легко, да? Я с детства пошел, меня, получается, сначала заставили родители, а Мгм. потом, как я стал чуть постарше, Мгм. получается, мне самому понравился этот спорт максимально, и я понял, что такое кататься не только по Казахстану. Мгм. Выезжал уже за границу, но пока Мгм. что еще только в Россию. А, ну круто, ну в любом случае. А что вообще надо для этого вида спорта? Типа какие навыки блин, нужны? То есть единоборство? Навыки? это- Да. Нет, особо никаких. Просто надо уметь ходить в стойке Ага. и думать головой. А как проходят тренировки? То есть это... В чем вообще заключается смысл фехтования? То есть как там побеждают или... Ну, фехтование — это, получается, нужно не обороняться, а забирать инициативу. То есть, ну, грубо говоря, выигрывать. Мгм. То есть наперед соперника думать. То есть, Это да, больше такая стратегическая, да, игра получается? там надо думать. Мгм. Есть еще шпага и есть рапира. Мгм. В шпаге вообще думать не надо, Мгм. потому что там просто колят. Мгм. И там можно не двигаться в стойке. Мгм. Как бы это не сильно важно, а не обязательно. Мгм. Мгм. Вот. Блин, Ну, прикольно. должна же нарабатываться, получается, реакция, да, какая-то? Да. Реакция, она, ну, реакция, ну, аналитика какая-то соперника. Есть ли такое, то, что вот ты выходишь сейчас, вот, допустим, ты видишь соперника, да? Если вот ты сразу понял, что с ним надо делать? Там, по движению, может, или как это определяется? Нет, ну есть просто новички, которые вообще ничего не делают, они просто уходят назад, и ты Мгм. забираешь инициативу себе, соответственно, проходишь и Мгм. бьешь. Мгм. А если твой соперник такой же, как и ты, допустим, КМС, Мгм. то тут уже надо думать. Мгм. То есть, получается, ну вот ты делаешь свое начало и смотришь, что он делает. Если он, допустим, стоит на месте, ты проходишь. Мгм. Если он оказался быстрее, сильнее или как-нибудь еще там, то Мгм. придется уже обороняться. Мгм. Фехтование — это вообще такое, я считаю, хороший вид спорта. Мгм. Самый достойный, я считаю. Мгм. А, Какими качествами должен иметь? ну вот, Короче. типа профессиональный фехтовальщик, допустим, или у вас есть там понятие, то, что мировой чемпион, Да, есть. вот, какие у него вот отличительные качества от других людей, допустим, или от других спортсменов? Ну, есть спортсмены, которые агрессивно себя ведут, а есть спортсмены, которые себя не агрессивно ведут, но при этом очень хорошо фехтуют. Мгм. То есть, как бы, они отличаются тем максимум, то, что агрессия Мгм. иногда не позволяет делать то, когда человек спокоен. Мгм. Вот. Я вам могу показать своего тренера. Очень хороший человек, я его очень сильно обожаю. Он научил меня многому. Чему, Я- чему самому важному тебя научил твой тренер? Самому важному? Никогда не сдаваться. Никогда не сдаваться? вообще никогда. Ни перед чем? Ни перед чем. А, это классно, это классно. Даже вот у нас фехтование, получается, пулька идет до 5 ударов. Мгм. Вот. Тебе нужно 3 победы, чтобы пройти в Олимпийку. Мгм. Если у тебя ты имеешь 3 победы, ты проходишь в Олимпийку. Олимпийка уже идет до 15 ударов. Мгм. Вот. Получается, даже если, допустим, будет счет 10-0, то он говорит, никогда не сдавайся и борись всегда за победу. Вот мой тренер Так, давайте покажем. Как тренера зовут? Виктор Николаевич. Виктор Николаевич. Респект вам то, что ваши ученики приходят сюда. Так. Да, я его очень сильно обожаю. В плане тренера он очень хороший человек, да и в плане человека он тоже очень хороший, приятный, вежливый, никогда не всегда поможет, Мгм. где надо. Окей. Фехтование очень интересно. Давай чуть-чуть по тебе пройдемся. Чем ты еще интересуешься? Или давай скажем так, вот твою жизнь, мы узнали вот одну часть, которая занимает твое время, это фехтование. Да. Тренировки и так далее. Что еще есть? Ну, я учусь пока в школе, но очень плохо учусь, потому что я основу делаю на спорт. Мгм.
у меня сейчас есть небольшие проблемы со здоровьем. Ну, я не очень могу сильно сейчас заниматься спортом. Ну, как бы могу, но это будет больно. У меня есть шлятер. Знаете, что такое шлятер? Шлятер – это, грубо говоря, от голени растет кость воспаленная. Ой-ой-ой. Вот. Поэтому мне тяжело, пока спорт дается. Я стараюсь чуть-чуть больше времени уделять учебе и ходить на тренировку. Красавчик. Вот, завтра у меня будут соревнования проходить в зале, стадион «Шахтер». Вот. Я буду судить для детей с Астаны. Ну, я тебе желаю скорейшего выздоровления, чтобы... Это же травма считается? Это травма. Я надеюсь, что ее можно удалить у нас в Караганде или хотя бы в Казахстане. Дай бог, ты сможешь решить эту проблему, у тебя будет все хорошо. Окей. Блин, есть у тебя какие-то вопросы? Нет, в принципе, есть. Есть, может, у тебя есть какие-то вопросы к нам? Да, давай пройдемся по тебе. Давай. Чем ты увлекаешься, занимаешься вообще? Окей. Для зрителей будет, мы это обрежем, потому что Да, 10-й раз рассказываем. Я увлекаюсь, мне 22. Я сам работаю проектным менеджером компании Синтегра. Мы там устанавливаем телефонию на медучреждения, все Я дела. слышал, да. Да. Сам я увлекаюсь медиасферой. И музыка, кино. Обожаю, допустим, корейские комиксы, которые манхвы, манги, вот. Обожаю творчество, восточное творчество, Японию, фильмы Кореи обожаю. Очень классные фильмы они снимают. Да и, в принципе, американские, наши фильмы, сериалы, то есть интересуюсь всем, чем можно интересоваться, видеоигры есть там, много чего. У меня есть к тебе один небольшой вопрос. Давай. Что тебя привело сюда? Именно то, что я здесь сижу, под камеру записывать. Да. Мне очень чисто интересно, потому что мой друг в прошлый раз спрашивал тебя, и ты отвечал то, что тебе посоветовали эту локацию. Эту локацию? Да. Тебе какой-то твой друг посоветовал эту локацию. Мне очень интересно узнать просто. Блин, не помню такого, честно. Кирилл. Нет, я помню Кирилла. Нет, я не помню, что я такого говорил. Нет, ты приехал сюда с Балхаша, как я понимаю, да? Ну, я смотрел просто подкаст. Да. А у тебя нет? Почему именно в Караганду Да, я приехал? мне было вот это интересно. Я, возможно, там неправильно что-то сказал. Вообще, после того, как уже во времена ЕНТ мы готовились, все дела, все уже думали куда-нибудь поступать, мне моя мама сказала: поступай на кого хочешь, куда хочешь, но в Караганду. Потому что в Караганде жила моя тетя, и мама типа боялась, что я там, не знаю, что-то со мной произойдет, и отправила меня в Караганду учиться, то что я буду жить у них. И в Караганде именно по этой причине. Да, и честно, я сам не рассматривал ни Астану, ни Алмату, я думал, Караганда, Караганда. То есть у меня особо и в голове... Я не был в этих... я был в этих городах по Щегляне, но я ничего не помню, и я такой, мне в любом случае будет хорошо, если я уеду с Балхаша и посмотрю какой-то город. Ну да. Отвечая на твой вопрос, почему, как я оказался именно здесь с камерами, я очень много смотрю шоу российских стендаперов. Может, смотрел, не смотрел, тот же «Что было дальше», допустим, и наподобие. Очень много шоу я смотрел и смотрю по сей день. Всегда хотелось побывать на съемочном процессе, поучаствовать, поработать со стендаперами, известными людьми. Попробовать себя. Да, попробовать себя. Да? Всегда очень хотелось, но я не понимал, куда к этому приходить. И я потихоньку просто работал на разных работах абсолютно, и мне подвернулся момент поработать в медиасфере. И вот я вот так и здесь оказался, то есть у меня были какие-то свои идеи, какая-то насмотренность, вот это все. Я сейчас пытаюсь это все прям в творчество вливать. Желаю тебе очень сильной удачи. Есть такой вопрос. Как ты относишься к сейчасному стилю? К какому? К стилю людей. К стилю людей у меня будет абсолютно такой же ответ, как в прошлый раз. Как в прошлый раз? Да, абсолютно. Мне просто более интересно, как ты относишься к нефору. Ребята, которые там ходят с длинными волосами, красятся. Абсолютно так же отвечаю. Мне нейтрально. То есть я особо не смотрю на людей, я занимаюсь только собой и своей семьей. Я имею в виду просто твое чистое мнение, спросить, как ты вообще бы к этому относился, хорошо там или плохо. Опять-таки... Прикольно это или нет? Каждый человек имеет право на свою жизнь, как он хочет одеваться и стиль. Поэтому
Мое мнение такое, то, что, ну, если человек так ходит, значит, ему так нравится. Да. И все, на этом заканчивается. Ну да, я еще понимаю, конечно, ходить с длинными волосами, допустим, там какой-то одеждой, но не краситься. Что еще раз? Я говорю, не краситься, не красить, никогда не красить волосы. Ага, Никогда ага. не буду красить волосы. Окей. У меня было такое один раз по ошибке. Ага. Я проспорил своему другу. Ну, сейчас вот на усы постригся, оброс. Свой родной цвет. Все, понял. Ну смотри, как тебе кайф, так ты можешь ходить. Да. В любом случае у тебя есть своя голова на плечах, и ты, если хочешь, так то делай, почему нет? У меня есть к тебе еще несколько вопросов. Давай. Ты собираешься менять локацию? Локацию? Да. Да, конечно. Мы не будем только в ЦУМе снимать. Это просто пока что так получается. А ты начинаешь, да, только? Мы только-только начинаем, да. Я не один начинаю, у меня вот своя команда ребят есть. Ну да, я видел. Ага. Окей, дальше давай сразу блиц. У тебя есть какие-то еще вопросы? У меня вопросов нет. Ну, у меня тоже. Все, тогда очень Давай. было приятно познакомиться. Спасибо вам. Давайте еще раз приходите. Хорошего тебе вечера. Вам тоже. Спасибо. Да, давай чуть передашь. Два сразу тяжело, да? Kız болған жоқ қой бізде? Бір түсірдік, әлі шыққан жоқ. Вы вдвоем сядете? Пойди жасай көрсін. Доктор. Вы вдвоем сядете? Наушники поменяйтесь, олар екеуі ананы тағыласын. Чего? Наушниками поменяйтесь, екеуі тағыласын. Мынау наушники. Вы в этом. А они вдвоем будут? Да. Да, Да, конечно. Отыру тоже? подвинь меня. Вещи. А қыздар? Ладно, пойдет. Ладно. Надо. Уже поздно. Сейчас мы камеры подключим и познакомимся сразу. Пока не знакомимся. Громко. Да, очень Подвинь громко. меня что-то. нормально. Меня слышно? Да, я слышу. Просто в этом наушнике плохо слышно, оказывается. Поэтому. Так, все готово у нас? Меня в кадре нет, но я буду иногда вопросы задавать. Я жду готовности. Все, запись идет? Я устал. Все, запись идет. Все, поехали. Привет, девчонки. Как вас Привет. зовут? Меня зовут Лена. Светлана. Так, смотрите, вам надо как-то сделать так, чтобы вас обеих было слышно. Прям вот сюда не стесняйся говорить. Я вижу, что они вот так прям сидят, стесняются. Нам смешно. Смешно? Почему? Да, не знаю. Смешнявку поймали? Понятно. Так, еще раз, я прослушал ваши имена. Меня зовут Елена. Светлана. Елена и Светлана. Все, окей. Окей. Сколько вам лет? Мне 16. Тоже 16. Чем вы занимаетесь? 16 лет. А, Ну, кроме школы или Работа, учеба, хобби. Работа, учеба? Кем ты работаешь? Я работаю продавцом-консультантом в Порт-Мире. Ага. А ты? У меня свой зал танцев. Свой зал танцев? 16 лет? Ну, я как бы арендую зал и преподаю танцы. Прикольно, классно. Это очень респектабельно, я скажу. Окей, девчонки, есть ли вам что-то интересное рассказать мне? О своих рабочих моментах, может? По-любому же что-то происходит у вас на работе, потому что там какие-то забавные случаи. Мы круто отметили корпоратив. Круто отметили корпоратив. Когда он у вас был? 22 декабря. 22 декабря. Что делали там? Танцевали. Где отмечали? Ресторан Камила. Камила? Сколько? А, это общий корпоратив был? Где другие компании тоже присутствовали? Окей. И кто был ведущим? Я не помню. Я не помню. Ну, хорошо, окей. Так. Часик, помоги мне. Один вопрос. Сейчас я Ну, подумаю. давай про танцы поговорим. Какие танцы у тебя? Ну, обычные современные танцы. Как называется? Это, Именно моя студия. да, Движение пульса. движение пульса. Что? Движение что? Пульса. А, пульсы. Мгм. Может, покажешь Инстаграм, глянем. А я не это особо не снимаю. Хорошо. Ну, вообще есть он. Одно мое только видео. Ну, Говори сюда в микрофон. мы можем моё просто... видео только. У нас немного подписчиков, но мы можем хотя бы Как-то осветить. да. осветить это тоже. Нет. Не
хотите? Мы можем ТикТок наш показать. Мы ведем эфиры, у нас достаточно зрителей. А, вы, короче, сами блогеры, да, еще? Неплохо. типа того. Нормально, рекламу сейчас сделаем себе. Ну, Окей. Продавцом константом. Что, я честно, сам лично парфюмом не пользуюсь от слова совсем. Какие вообще бывают виды парфюмов, чем они отличаются от собой? Как отличить качественный и некачественный парфюм? наверное. Наверное. Ну, смотрите, Принюхаться. есть парфюм, а есть там всякие духи и туалетная вода. О, давай вот этот вопрос. Как они вот, чем это все Ну, смотри, отличается? у нас... Можно на «ты»? Да, конечно. У нас парфюм, и там идет, получается, проценты масла. Мгм. Там идет масло. Мгм. Вот. И у нас парфюмы называется «Гамма Дора». Приходите ко мне в отдел. Магазин «Феникс», Жигбаева, 144, сортировка. Буду продавать вам качественные, крутые парфюмы. Все, мальчики, девочки, приходите. Вот. Короче, вот. У нас парфюмы там, некоторые проценты это масла. Ага. Вот. А есть туалетная вода, что-то такое. Там, типа, большинство содержится, типа, спирт. Просто там... Ага. Всё То есть такое. они отличаются Ну прям да. своими свойствами, и поэтому по-другому. Почему туалетная вода это называется? Не знаю. Не знаешь, да? Блин. Окей. Тогда давай зайдем от обратного. Какой твой самый любимый парфюм, который ты сама пользуешься? Это, наверное, такие базовые парфюмы. Это Кирки и Бакарат. И Бербери. Ты понимаешь что-то? Я просто не понимаю вообще. Нет, честно скажу, далеко. Вот, а далеко. мужской аромат мне нравится, это Булгари Тайгер. Он классный. А ты можешь их описать? Ноты? Да, потому Ноты что... я не помню, честно. Окей. Булгари... Тайгер. Тайга. Еще Крита Вентус классный. Ага. О, вот это я слышал. Вообще Да, без мне понятия, говорили. честно. Вот смотри, если вот я не пользуюсь парфюмами, это считается плохо или типа нормально? Почему? Плохо. Нормально. Нет, ну, вопрос типа, все как-то по-разному Ага. смотрят на это, наверное. Типа, Ну, кто-то де- пользуется, кто-то не пользуется. Но девушки любят, когда от парней вкусно пахнет. Конечно. Если от меня пахнет освежителем воздуха. То ты нам не нравишься. Не нравлюсь? Нет. Не, я, кстати, на моей памяти есть какие-то вот ароматы, парфюмы, которые вот прям реально для меня это просто освежитель воздуха. Ну, есть такие. Ну, а если вот, я не буду говорить то, что я освежитель воздуха намазал, скажу, что это вот этот вот парфюм. Это будет считаться как то, что я пользуюсь каким-то? Не знаю. Я уже погнал, извиняюсь. Окей, что можешь интересно сказать? Ты детей обучаешь? Или кого-то обучаешь? Как, наверное, больше своего возраста девочек. Своего возраста девушек? А вы потом куда-то идете выступать или вы просто для себя, это как Ну, типа йога? Больше для себя, наверное. Больше для себя. Окей. А как ты находишь себе клиентов? Ну, вообще я выставляла объявления изначально, чтобы набирать группу. Мгм. И мне писали девочки, приходили на пробные занятия, кому нравилось, те оставались. Так просто? Да. Я думал, ты там какую-то схему придумал. Да нет, там ничего сложного нет. А сколько у тебя в группе людей максимум может быть? Человек 10, наверное. А группа у тебя... Или У пока меня одна? одна А, группа одна пока группа, что. ты пока одна. А как вы это все совмещаете с учебой, мне интересно? По-разному. Иногда просто не ходим на учебу. Иногда прогуливаю. Иногда мы просто отдыхаем, высыпаемся. Семейные обстоятельства. Окей, а вы где учитесь вообще? Я учусь в сортировке. Это такая школа? Сортировка. Сортировка. это- Поселок, Нет, что-то типа. я знаю, я специально же говорю. Вот, ладно. Сортировки что это? Школа, колледж? КТЖ. КТЖ? Ага. Колледж. А, вы оба в КТЖ учитесь? Нет, я в Майкудуке в 3-м колледже. Угу. А что вы здесь делаете? Мы кушаем вкусно. Очень далеко приехали. Вообще приехали мы за приехали платьем. платье выбирать мне на день рождения. А, когда у тебя день рождения? 6 января. О, отмечать будешь? Да. Всех девчонок позвали, потанцевали, покушали. Окей. Девчонки, Ну, близится Новый год. Что вы ждете в наступающем Новом году? Она ждет iPhone 15 Pro Max. От Мальчики, дарите. 15-й? Просто с воздуха? Да. Уже 16-й. Почему 15-й, да? Мне Мне 15 15 нравится. нравится. А, 16 не нравится? Почему? Мне интересно. Не знаю.
ты просто хочешь 15 и все. Ну, вообще изначально я всегда хотела только 11, типа, он мне из всех айфонов один нравился. Ну, он и считается культовым, да. Вот. А потом я походила немного с 15 Pro Max, и он мне капец как жестко понравился. Походила И- немного? Это ты типа где-то в аренду взяла или как? Нет. Ну, как объяснить? У подружки есть айфон, и я с ним типа ходила, там видео снимала, фоткалась и так далее, ну вот. А ты в курсе, что 16 лучше, чем 15 Но считается? мне не нравится. Не нравится. А, ты тоже с ней походила, получается? Нет, просто не нравится. все, По виду, можно сказать, не хорошо. нравится. Окей, как у вас вообще проходит Новый год? Никому. Ну, раньше, знаете, был какой-то вайб новогодний, типа настроение новогоднее. А сейчас вообще, ну, день обычный, все. У тебя в 16 лет такие мысли. Нет, просто еще Новый год не наступил. Вот наступит день Нового года, ну, у нас уже идет вся эта суета предновогодняя, подарки, туда-сюда, короче, и вот. Вот когда наступит Новый год, когда уже будет почти 0-0, вот когда мы откроем шампанское, уже будет по-другому. А, то есть предновогоднего настроения нет, ровно в 0-0 у вас настроение и уходит сразу или Ну, как? типа, его нету, потому что все такие какие-то тусклые, грустные в нашем кругу. А, Вот поэтому мы остались вдвоем. вы в итоге всех кинули и ушли? Да. Что у вас было запоминающегося в 2024 году, в этом 2024? Было очень много моментов. Давай было- один из них. Сейчас. Было очень много знакомств. Вот. А самый запоминающий момент какой, я даже не знаю, что рассказать. Расскажи ты. Я не знаю. Короче, типа, я ничего не запоминала, но все было круто. По ощущениям, короче, это девчонок так работает, они ощущения помнят, а что было не помнят. Было весело просто и все. Да, мы летом, вот лето было вообще круто. Мы вдвоем были, конечно, но мы вообще у нас каждый день тусовки, что-то каждый день делаем. Короче, было круто, ярко и насыщенно. Окей, какие у вас есть, может, какие-то ожидания от следующего года? Какие у вас есть цели или планы? Я хочу дальше продолжать работать в своей компании. Хочешь Вот. научиться делать парфюмы? Нет. Я хочу только продавать и хочу довольных клиентов. Все, ты продажник, я понял. А ты, Торгаш. может, есть какие-то планы? Нет. Вообще нет планов, что ли? Ты просто танцуешь и ходишь? Ну, типа того. Не, ну, типа я не строю планов, что будет, то будет. Мгм. Не, ну хотя бы примерно, ладно, не планы, давай поставим цели какие-нибудь. Вот, ты должна сделать столько-то. Чтоб мне 15 Pro Max подарили. Больше ничего не надо. Хорошо. Ну ладно, еще BMW можно. BMW можно? Какой BMW? М5. М5? Нормально. Я честно сам за Мерседес, так что я не знаю. Окей, есть ли у вас какие-то... Оп. Ничего. Есть какие-то у вас вопросы ко мне? Давайте я быстренько Как тебя пройдусь. зовут? Да, давай. Быстренько пройдусь. Меня зовут Нуржан. Мне 22 года. Так, я работаю проектным менеджером. И вот увлекаюсь медиасферой, как вы уже поняли. Что у вас за организация? У нас организация называется Сырткоз. На переводе это звучит как взгляд со стороны. И вот мы теперь такая небольшая творческая организация, которая занимается вот съемками и так далее. Сам я лично окончил университет в прошлом году на айтишника. И в обычной жизни увлекаюсь всем, чем можно. То есть и музыка, и клипы, и фильмы, и вот, абсолютно все, что есть, я везде понемногу что-то знаю. Есть у вас какие-нибудь вопросы ко мне? Нет. Может, Тебе нравится этим заниматься? Ты думаешь, я бы здесь сидел? Ну, вдруг тебя заставили. Почему вы меня заставляете? Я хочу домой. Нет, мне абсолютно нравится этим заниматься. Кстати, я вам тоже этого желаю, чтобы вы, мне кажется, ты уже нашла, чем ты хочешь заниматься. Да. А тебе я желаю, чтобы ты еще больше находила желание на свои же танцы, чтобы у тебя получалось развивать, собирать группы, может, открывать школы. Так как ты не строишь планов, я тебе пожелаю вот все, что тебе надо. Спасибо. А мы вам хотим пожелать успехов в вашем деле. Как мы поняли, вы только начинаете. Да. Вот. Ну, я думаю, будет интересно, потому что это, в принципе, интересно. Как-то у Спасибо кого-то большое. кто-то Спасибо спрашивает. большое. Спасибо. Ну все тогда, я думаю, Да, добавим. Есть Все, что добавить? давайте, подписывайтесь на них и на нас. мы все добавим. Всем пока. Прикольно. Прикольно, прикольно. Снимай, я тебе разрешаю. Все, спасибо. Я потом тоже на вас подпишусь. Да, конечно. Таза қазақша.
Türkçe, Özbekçe. Özbeklerin. Давай сам на вот что перейдем. иә осыны алайық. Ылғи 15-16 жаста. Целевая аудитория, ну. Чуть-чуть надо поменять. Ауыр сұрақ қоя бастаған ғой деймін. Жоқ, ол да енді не ғой по идее. Жоқ, түсінемін негізі. Өмірден түңіліп жауап беретін сұрақтар. Боишься снять? Нешедесің өзің? Біз 15-те дейміз. 15 жарым. Жоқ, камераға жаңадан танысамыз ба? Иә. Мен сенімен по идее таныс болғым келмейді ше. Не-не-нет, вы уже знакомы, так что... Басынан танысайық. Сейчас, Көрермендермен танысып қою керек сияқты. Ох, давай ал, на камера сенікі. Бәріне сәлем, менің есімім Есқали, жасым 20-да. Бүгін біз Сырт көз деген подкастқа қонаққа келіп отырмыз. Бастайық. Дұрыс па? Дұрыс айтқан жоқ ма? Сырт көз емес па? Жоға біз деген кім? Азмар премиум. О, давай, Азмар премиум. Давайте мен өзім туралы айтайын. Давай. Монтажер десе. Короче, қысқасы, Есқали мен досым. Есқали біздің үш угол деген. Үш бұрыш деген подкастымызда келіп қатысқан и подкастқа түсем деген ой болған баяғыдан бері. Енді біз осы проект бастағаннан кейін қалай? Өзімнің бір сондай... Өзі атылып, ұмтылып жетіп келді осы жаққа. Иә, гештальтымды бекіту үшін, гештальтымды жабу үшін осында келдім. Есқали қалың қалай? Бәрі жақсы, бәрі керемет. Жақсы ма? Бүгін өте сондай қызықты оқиғаларға толы. Мен де сен сияқты сөйлеген. Қызықты оқиғаларға толы, сондай жауапкершілігі мол күндердің бірі болды. Қойш? Иә, бүгін мектепте біз балаларға арналған жаңа жыл мерекесін өткіздік. Кішкене содан енді әлеуметтік батареям кішкене отырып қалды десе де болады. Сондықтан дәл қазір отырып, осылай асықпай сөйлесіп, өзім ойымен бөлісуге дайын. Кіммен жұмыс істейсің? Мектепте жұмыс істеймін. Әлеуметтік сұрақтар және оқу тәрбиесі бойынша менеджер болып жұмыс істеймін. Қандай мектеп? Азмар премиум мектебінде. Сен жұмысың сонда басты мақсаты қандай? Басты мақсаты балалардың мектепте болуын сондай комфортный ету. Жалпы айтқанда олардың мектепте өзінің жайлы сезінуін қамтамасыз ету. Қолайлы жағдайлар жасау. Сонымен қатар олардың тәртібіне мән беру, сонымен қатар тәрбиесіне мән беру, әртүрлі бағыттарда, патриоттық бағыттар болсын, жалпы шығармашылық бағыттарда олардың сондай қолдау көрсету өздерін. Жақсы. Маған кішкене түсініксіз бәрібір ше, енді қолдау, қолайлы ету. Мысалға бүгінгі күніңді алайық сенің. Бүгін шырша болды дейсің. Шыршаларыңа, мысалға, сен жұмысқа нешеде келесің, и сол жұмыста, жұмыс күні біткенге дейін не істейсің? Жалпы мен жұмысқа келем. Жұмысқа келген кезде мен белгілі бір өзімнің жоспарым болады. Бір айға болсын, апталық жоспар болады. Сол жоспар бойынша жұмыс істеймін. Төлқұжаттарды дайындаймын, оны кәдімгідей төлқұжат ретінде бекіту керек. Әр аптаның соңында мысалы бізде тематикалық жұмалар болады. Сол жұмаларға дайындау жұмыстарымен айналысам, мерекелік шараларды ұйымдастырамын, балаларға әртүрлі кездесулерді ұйымдастыруға, соның бәрін жоспарлап, бекітіп, сөйлесетін адамдармен сөйлесіп, соның бәрін дайындап. Жалпы саған жұмыс береді, сен сол жұмысты орындап жүресің. Жақсы. Жұмыстан бөлек өмірде қандай қызығушылығың бар? Өмірде негізінде қызығушылық туралы айтатын болсақ, қызығушылық дегенде жетеді. Өйткені қазір айналып жүрген заттарың айтшы. Тамақ істеу болды. Болашақта енді өзімнің жеке брендімді дамытсам ба деп отырмын. Әртүрлі контенттар түсіріп, немесе блогтар түсіріп, өзімнің жай ғана лайфстайл видеолар түсіріп. Жақсы, тамақ пісіру дейсің. Қандай асхананың тамағы? Паназиаттық тағамдар маған. Паназиаттық? Қандай мағына береді ол паназиаттық? Паназиаттық дегеніміз ол Таиланд, Вьетнам мемлекеттері, том ям, спринг роллдар әртүрлі өзім. Сенің ең жақсы көретін тамағың сол асханада? Менің ең жақсы көретін тамағым ол том ям сорпасы. Том ям сорпасы. Өйткені неге том ям сорпасы? Өйткені өзіме жаңағы теңіз
тағамдарының ингредиенттары өте қатты ұнайды. Олардың иісі, дәмі өзіме вообще жағады, сондықтан сол себепті том ям. Бізде қай жерде жақсы том ям жасайды? Біздің үйде. Біздің үйде жасайды. Сендердің үйлерінде уже андай беш қуырдақ деген болмайды. Том ям, жаңағы спринг ролл дедім ба? Жалпы тамақ істеймін дедің, жұмыс істеймін дедің, басқа немен қызығасың? Қандай өлең тыңдайсың или қандай фильмдер көресің? Көбінесе мен манга оқимын. Және өлеңдерге келетін болсақ, мен негізі меломанмын, бірақ көбінесе қазақша R&B'ға жақын. Қазақша өлең айтатын кісілердің қайсы сенің жақсы, ең қатты ұнататын? Мен үшін ең бірінші ол Дархан Жүз. Өйткені мен оны мектеп кезінен бері тыңдаймын Дархан Жүзді. Оның маған өмірлік позициясы ұнайды, оның ойлары өте терең, өлеңдерінің мағынасы. Сол үшін маған өте қатты ұнайды Дархан Жүз. Екіншісі ол Dude on the Guitar. Қалай? Dude on the Guitar. О, тема. Неге маған ұнайды? Өйткені ол маған кішкене Тайлер the Creator деген ақшта сондай бір исполнитель бар, соның стилін кішкене өзім ұқсатамын, бірақ негізі оның бағыты басқаша Dude on the Guitar'дың. Маған оның дауыстық ырғағы ұнайды және стильдары ұнайды. Рэп болсын. Қара, мен білмейді екенмін бұндай исполнитель. Маған кішкене қысқаша айтып берсің. Жалпы Dude on the Guitar есімі Нұрбек деген жігіт. Қай жақтан екенін білмедім. Сондай өзінің өлеңдері бар, өте танымал. Көлеңке деген. Білмейді емес. Бақ, әртүрлі. Жақсы, саған сен. Ақпен бірге деген соң кім еді? Ал? Ақпен бірге. Ол Молданазар. Ол Молданазар. Молданазар да өте топ, керемет. Молданазардың өлеңдерін білемін. Қазақтардың осы жалпы өзіміздің музыкалық индустрияны сәл емес, сондай мол үлес қосқан әншілердің бірі деп айтуға болады. Ендігі сұрақ. Бізде қанша? 5 күннен кейін жаңа жыл. Жаңа жылға деген қандай настроение бар? Жаңа жылға сөзіңді бөліп жүрсең кешірім сұрайын. Жаңа жылға жалпы мен негізі көп қатты мән бермеймін, тойламаймын. Ең бастысы мен үшін ең осы жаңа жылды күтетінім отбасы болып бір дастарханның басында бір-бірімізді көріп, мысалы мен қазір көбінесе уақытымды Қарағандыда өткіземін, өзім Теміртаудікім. Кім білмесе, вот, если что, мен Теміртаудыкім. Вот, көп болды. Көрінді. Көп болды. Нағашыларымды, туысқандарымды көрмегеніме сағынам. Сол үшін енді бәріміз бір дастарханда жиналып, әңгіме айтып, ішімізді тарқатып. Саған жалпы жаңа жыл болсын болмасын, бірақ сендер отбасымен жиналғанын артық өзіңе. Әрине артық. Және достарыммен де жиналып тұрамыз. Ал мысалға жаңа жылға сыйлық сыйлау, жылдың жаңағы қалай айтсам екен? Қорытындылау. Жылды қорытындылап, өзіңе бірдеңе жасау деген бар ма? Негізінде бар. Кезінде мектеп оқып жүрген кезде мен әр жыл сайын өзіме видеолар түсіретін, бір жылда мен не істедім және қандай нүктесінен ең шеткі нүктеге қалай жеттім деген сияқты. Бірақ 3 жыл болды. Осы 3 жылда мен бірде бір рет ондай видео түсірген жоқпын. Енді сол 2025-ке дейін деп отырмын, енді білмеймін. Негізінде 3 жылда біраз нәрсе өзгерді. Егер мен 3 жыл бұрын мені қазіргі өзіммен салыстыратын болсақ, айтарлықтай біраз нәрсе өзгерді. Ерінем. Сөздің шыны керек, соның бәрін түсіріп, айтып, бір жағынан оны аудиторияға, өзімнің достарыма ерекше етіп көрсеткім келеді, жасағым келеді, бірақ уақыттың жетпеушілігі ме, немесе өзі ерекшелігім ұстап қала ма, әйтеуір соны істелмей қалады. Негізі айтатын нәрсе көп. Монтажер десең. Болады. Жалпы негізі айтады ғой, Абайдың бір қара сөзі бар ғой, негізі адам өз-өзіне есеп беру керек деген. Ол өте орынды нәрсе деп ойлаймын, өйткені кішкене өзіңнің жасаған әрекеттеріңе, жасаған ісіңе анализ жасап, алда болашақта не күтесің өзіңнен, қандай жетістікке жеткің келеді, қандай мақсатты көздейсің, оған қалай жетем деген сұрақтар туындайды да адамда. Сол үшін бірінші кішкене алға жылжымас бұрын өзіңді реттеп, өзіңнің бұрыс және дұрыс тұстарыңды біліп, әлсіз және мықты тұстарыңды саралап, ары қарай жылжу керек деген ойдам. Жалпы негізінде өзім бір армандаймын, кішкене бір арманым бар.
менің арманыма дейін немесе 100 қадам деген немесе 100 арманым және оған жету жолдары немесе қадамдары деген өзім кітап жазғым келеді. Оның өзінің бір сондай концепті бар, ерекше. Бәлкім ерекше емес, білмеймін, бірақ өзім үшін енді ерекше. Мен өзіме 100 арман қоям. Өмірімде мен қандай арманға жету керекпін деген. Принглс жеу деген сияқты ма? Принглс жеу, Доритостың клубничный дәмін көру деген сияқты, короче. 100 арман қоям. Сол арманға мен қалай жеттім. Сол туралы жазу да. Кішкене сәл биографиялау ма, бір сондай кітап жазып көргім келеді. Жақсы, мен сізден ол кітапты күтемін. Көреміз, бұйырса шықса. Рас, енді жаңағы мен сенің сөзін тыңдадым. Менде тура осындай ой болған. Мен қандай бағытқа жұмыс істегім келеді, қандай бағытқа барғым келеді, нетемін деген кезде мен де өзім тоқтатып, жаңағы кәдімгі жолмен салыстырдым. Сен мысалға көлікке отырған кезде бір жаққа бару үшін сен бірінші өзің қайда тұрғанын білу керексің. Әйтпесе сен бас ауып жүре беретін болсаң, сен жетпей қалуың да мүмкін. Осы сөз менің прям әжептәуір біраз ойымды тыныштатылып, маған маза берді. Өйткені кішкене тоқтатып, мен жүгіре бермей, ананы істеймін, кішкене тоқтап, мен өзі қайда келдім, не істеп отырмын, қайда болғаным. Осы сөзбен мен саған толықтай келісемін. Сен кітап жазуың толықтай тілектеспін. Көмек керек болса айт. Мен бірақ саған не істейтін білмеймін. Моральная поддержка. Моральная поддержка, иә. Енді сұрақ. Менің білуімше, Enactus командасында сен қатыстың. Айтатын нәрсе көп. Enactus деген не? Жалпы Enactus дегеніміз ол коммерциялық емес ұйым. Әлемнің 37 мемлекетінде жұмыс жасайды. Волонтерлық ұйым деп айтуға да болады. Әлемге әртүрлі әрекеттермен Біріккен ұлттар ұйымының 17 тұрақты даму мақсаты бойынша жұмыс істеу арқылы студенттердің әртүрлі адамдарға көмектесуі белгілі бір категориядағы. Ол әлеуметтік осал топтар болуы мүмкін, мүгедектер болуы мүмкін, көпбалалы аналар, Африка мемлекеттеріндегі адамдар болуы мүмкін. Әртүрлі бағыттарда жалпы әлемге деген бір болса да, бір тамшы болса да көмек беру. Сол ұйымның мүшесі болдым. Қазір сол ұйымның түлегімін деп айтуға да болады. Өйткені ол жерде мен 2-ші курста, университетте 2-ші курс оқып жүрген кезде қосылдым. Және қазір 4-ші курс оқимын. 4-ші курс болған кезде уже түлек ретінде есептелінеді. Бір қызық жағдай айтпашы ма? Бір қызық жағдай? Қандай жағдай болса екен? Мен бір тоққа түсіп қала жаздаған бір нем бар. Сондай бір естелігім бар. Біз өзіміздің жобамыз бойынша жұмыс жасағымыз. Жихаз деген жоба. Біз әртүрлі палеттардан мүгедектерге, палеттардан неше түрлі бұйымдар жасап, диван, орындық болсын, үстел болсын, солай жасап көмектескен болатынбыз. Соларды сату арқылы. Біз белгілі бір арнайы бокс болған, жұмыс істейтін. Сол жерде жұмыс істеп жатырмыз. Келіп, жұмыс істеп, кәдімгідей күнделікті күндегідей. Жұмыс істеп болдық. Бәрін жинау керек. Бәрін жинап болғаннан кейін, орнына қойғаннан кейін маған айтады, Рүстем айтады, барып жарықты өшіріп кел дейді. Мен жарайды деп, все, брат деп кетіп қалған балам ғой. Барам, қарасам, мынандай 4 бұрышты электрощиток тұр. Ол бүйтіп ашық тұр. Ішінде андай контакттары бәрі көрініп тұр да. Мен барамда, короче, ойлағам ғана, киноларда болады ғой, бүйтіп мынандай 4 бұрышты тұрады да, сен қолмен тұрасың да, бүйтіп өшіресің. Мен оны ашам да, короче, алам да, қолымды сұғам, тоқ соғады ғой. Сосын, короче, ана жерде тоқ соғады, денем бәрі дірілдеп, мен бүйтіп жатырмын да. Марғұлан деген досым отыр, күліп қарап тұр ғой. Бұдан қандай сабақ алдың? Рубильник оң жақта болады екен сабақ алдым. Бір кезде қарасам, өшіретін жағым мына жағында екен ғой. Сосын сен де қоспен тоққа қойып қолым ол жерде 380 вольт болды дейді. Андай үлкен аппараттарды тоқпен қамтамасыз ететін сондай щитоктар екен ғой сөйтсе. Сөйтіп тоққа түсіп қала жаздаған бір естеліктерім бар. Сонда сен 2 сабақ алдың. Біріншісі ол оң жақтан болады, екіншісі америкалық фильмге сенбейсің. Америкалық фильмге сенбеймін. Дәл өзі. Қазақстанда басқаша екен. Жақсы.
енді чуть-чуть нетіп қалайық. Біздің неме аты? Как подписчики? Жазылушылар, оқырмандар, көрермендер. Көрермендер. Кішкене тоқтайық, біздің көрермендерге жаңа жылға не тілейсің? Жаңа жылға өзіңе деген сенім. Неге өзіңе деген сенім? Егер адам өзіне сенетін болса, өзінің қалаған ісі үшін соңына дейін баруға дайын болса, менің ойымша ол үлкен жетістіктерге алып келеді деген үміттемін, оған сенемін. Себебі армансыз адам, ол білмеймін қандай адам екенін. Бәрібір де іште от болу керек, көзде жалын болу керек, алдыға жылжу керек. Бір орында өзім сондай әрдайым осылай насуете жүретін адаммын, қандай іс болмасын. Жалпы келер жылда бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Денсаулықта ол рухани құндылықтар да маңызды, әрине, бірақ физикалық құндылықтарды да ұмытпау керек. Сол үшін денсаулық тілеймін, өзіңе деген сенім тілеймін. Және іске сәт. Айтқаның келсін. Армандар орындалсын. Саған да мен тілейтінім, ешқашан өзіңдегі ішіндегі отың сөнбесін. Әрқашан да араңды күнде бесіп жүре бер. И сен өзің күш беретін адамдарың бар, сол адамдарға күш беруді тоқтатпа. Рахмет саған. Рахмет. Тоқтан байқайын. Жақсы көремін бар. Осы подкастқа түсем деп армандағым, қатты армандағым. Три углаға сен қашан дайындалмай келіпсің. Дайындалмай келдім да. Дайындалсын енді. Бізге қызық жағдай керек. Келесі жолы дайындалып келем. Давай, келесі жолы күтемін. Келесі айда. Все, рахмет. Көп рахмет. Все, осымен тоқтатайық. Тоқтатайық, уақыт. Че, нормально болды ма? Да, тема. У нас Вообще тема. 5 метров стою, как я тебе помогу.